В эфире программа «Актуальное интервью». В студии Василий Раченко. Здравствуйте. В структурных подразделениях управления ФССП по Якутии проходит информационная акция «Судебные приставы детям». Она направлена на повышение эффективности взыскания алиментных платежей и обеспечения защиты прав несовершеннолетних. Как проходит акция, много ли родителей отказываются от исполнения своих обязательств и как быть родителю, с кем проживает ребенок, если второй супруг или супруга не выплачивают деньги на содержание ребенка. Об этом спросим у временно исполняющего обязанности руководителя управления Александра Рогалева. Александр Александрович, здравствуйте. Добрый день. Как сейчас продвигается работа по взысканию алиментов? На сегодняшний день у нас в этом году уже на исполнении было свыше 7 тысяч исполнопроизводств взыскания алиментов. В том числе на исполнении находилось более 300 производств о взыскании алиментов в пользу детей, находящихся в детских домах, в социальных учреждениях. А из них в этом году только возбуждено уже более 1800 производств за истекшие 5 месяцев. В целом доля исполнопроизводств, по которым детьми получаются алименты, реализуют их право, составляет 73%. То есть 73% всех дел по алиментам удовлетворяются? Не то, что удовлетворяются, это, так скажем, это проводятся оплаты по этим элементам. То есть есть категория, часть категорий, по которым оплата не производится должниками, ну это асоциальные, как правило, личности, которые не имеют места работы, даже место жительства некоторые из них, да. Но вот 73% та часть, по которой элементы выплачиваются на регулярной основе, можно так сказать. В результате принимаемых мер за 5 месяцев этого года уже взыскано 117 миллионов рублей по алиментам, что на 35 миллионов больше, чем за тот же период прошлого года, что, конечно, является, считаем, значительной суммой. Повышение 35 миллионов – это, конечно, большой вклад, это большая работа проведена. Необходимо отметить, что производство исполнительные данной категории они носят длящийся характер, поскольку выплачиваются алименты до совершеннолетия детей, и, по сути, одно производство по алиментам на одного ребенка может находиться в исполнении до 18 лет. То есть с момента рождения ребенка до совершеннолетия. Поэтому, конечно, это не такие производства, которые там 2 месяца, год-два и могут окончиться. Они могут находиться вот до 18 лет подряд у пристава-исполнителя, поэтому, конечно, их доля она значительная. Расскажите, какие меры воздействия вы применяете и какие из них лучше всего показали свою эффективность? Судебным приставам и исполнителям в отношении должников по алиментам применяются такие меры, как обращение взыскания на заработную плату. В принципе, это самый основной метод. То есть, если человек работает, официально трудоустроен, если в бухгалтерии предприятия, организации, конечно, направляется в любом случае ему по месту работы постановление пристава об удержании заработной платы алиментов. Это по умолчанию у нас в Семейном кодексе определено, если на одного ребенка это 1/4 от дохода, на 2 детей это 1/3 от дохода должника, и на 3 и более детей это 50% от дохода должника. Если должник не трудоустроен, либо не имеет постоянного места дохода, фиксированной заработной платы, тогда пристав обращает взыскание на его имущество. Конечно, в первую очередь это так называемые предметы роскоши, это ювелирные украшения, ценные вещи и изделия. Также в любом случае арестовываются наличные денежные средства, если имеется долг по алиментам, задолженность большая, и денежные средства со счетов, с банковских счетов должника, то есть все, что находится на банковских счетах. Ну, не все в том пределе, в котором образовалась задолженность. Также очень эффективная мера, конечно, показала в последние годы, это принудительное, ограничение на право выезда за пределы Российской Федерации, за границу. Уже более 3000 таких постановлений вынесено в отношении должников по алиментам. И людей останавливают в аэропорту? Да, в аэропорту, на границе, да. Ну, либо это в аэропорту, если воздушным транспортом пересекает, либо если сухопутная граница, поезд, либо автомобиль, это на соответствующих постах на границе. Также такая мера недавно появилась ограничений, как ограничение в специальных правах. То есть это должники ограничиваются на управление транспортными средствами, то есть это автомобили, а также речными средствами и воздушными транспортом. Ну, то есть у нас кто-то на лодке, некоторые с лицензией на самолет, воздушный полет осуществлять. То есть данные специальные права также могут быть ограничены у должников по алиментам, если имеется задолженность. Но существует же еще, помимо материальной ответственности, административная и уголовная. Применяется ли она к таким должникам? Так точно, да. Активно применяется как административная, так и уголовная ответственность. У нас в этом году по статье 5.35 прим. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уже составлено более 300 протоколов, если быть точным, 320 протоколов. И всего у нас по республике сейчас 620 привлеченных должников по алиментам по данной мере ответственности к административной. И к тому же у нас за текущий год, за прошедший период текущего года уже больше 160 уголовных дел по статье 157 Уголовного кодекса возбуждено в отношении должников по алиментам. Это намного больше, чем было в прошлом году.
При этом хочу сказать, что возбуждение даже уголовного дела, оно не освобождает должника ни в коем случае от уплаты алиментов. И при повторном совершении данного преступления суды зачастую прибегают к более строгой мере ответственности, если уже повторно уже не платят алименты. Это реальное лишение свободы, даже до такого доходит. Ну и к тому же хотел сказать, что не только привлечение к уголовной ответственности не освобождает должников к уплате алиментов, а также лишение родительских прав, как многие ошибочно думают, якобы освобождает от уплаты алиментов. На самом деле ничего подобного. Лишение родительских прав также не освобождает родителя ни в коем случае от уплаты алиментов. Алимент он обязан уплачивать в любом случае, лишен этих прав родительских либо нет. Можно еще сказать, конечно, такая тенденция, к сожалению, в последние годы появилась, что, как правило, все обыденное мнение, то, что алименты выплачивает отец ребенка, матери ребенка, потому что ребенок, как правило, остается с матерью допустим, после развода. Однако в последние годы имеется тенденция к тому, что уже матери детей выплачивают алименты в пользу отца, когда дети остаются с ним. Эта практика, она не уменьшается, то есть из года в год примерно 10% у нас на исполнении производства не в отношении мужчин, а в отношении женщин, именно матерей детей. Еще бывает двоякая ситуация, когда если ребенок находится, опять же, допустим, в детском доме, либо в социальном учреждении, то алименты выплачиваются как матерью, так и отцом, то есть обоими родителями на этого ребенка в пользу уже социальных учреждений, либо детских домов. Ну, это логично и справедливо. А расскажите, из тех дел, которые возбуждаются уголовные по алиментам, какая часть, какой процент из этих людей действительно получают реальные сроки? Процент небольшой. Как правило, в год, на моей памяти, таких бывает от 3 до 5-10, может быть, человек. Это, конечно, те люди, которые уже ранее были неоднократно привлечены. У нас есть должники, которые по 3-4 раза, допустим, за последние 7 лет были привлечены к ответственности уголовной. Также назначение, наказание может быть в виде реального лишения свободы не только первичное, а когда должник уклоняется от основного наказания. Допустим, ему присудили какие-то работы, принудительные, либо к штрафу осудили, он это наказание не исполняет, отказывается от штрафа выплачивать, тогда суд, конечно, заменяет ему уже на реальное лишение свободы, если он не желает отбывать первоначальное назначенное ему наказание. К сожалению, как вы уже упомянули, есть такие люди, которые скрываются от своих обязательств. Расскажите, сколько разыскных дел находится у вас в производстве? Да, судебными приставами также заводятся разыскные дела. В этом году находилось на исполнении уже 833, разыскных дела. И доля разысканных граждан составила 88% по именно должников по алиментам, имею в виду. То есть у нами активно осуществляется исполнительный розыск, так называемый в рамках нашего закона об исполнительном производстве. И тут можно сказать, что если розыск не дал результатов, бывает такое, что должников не 100% должников находится. Если в течение года исполнительные разыскные мероприятия не дали каких-то результатов положительных, то взыскатель имеет право обратиться в суд по месту жительства о признании должника безвестно отсутствующим, если в течение года его не смогли найти. И на основании уже судебного решения может обратиться в пенсионный фонд о назначении ему ежемесячных выплат по потере кормильца. За прошлый год было 73 заявлений подано взыскателями, из них 6 рассмотрено и 5 должников признаны безвестно отсутствующими. Тут единственное, хочется сказать, что это право предоставлено не приставу-исполнителю, а самому взыскателю. Это должна быть его инициатива, и только в судебном порядке это делается. То есть пристав, к сожалению, не может, взыскатель, к сожалению, не может прийти к приставу и сказать, вот давайте мне назначить это пособие. То есть обязанности должника на себя забирает государство? Да, можно сказать так, пока его не установит его местонахождение. Давайте поговорим еще о такой важной мере поддержки, как жилье детям-сиротам. Как ее, эту квартиру получить? Да, помимо взыскания алиментов, приставам Якутии уделяется особое внимание такой социально значимой категории вопросов, как предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2020 году находилось 36 исполнительных производств в данной категории на исполнении предоставления жилья детям-сиротам. Из них 24 производства окончены, и из них 23 фактическим исполнением. То есть 23 ребенка, они фактически получили свое жилье, свои квартиры. Это было в прошлом году. В текущем году, с учетом остатка, перешедшего с 2020 года, находилось 26 производств исполнительных. Это в городе Якутске одно, в Усманском районе 12 и 13 в Амгинском районе. И опять же, из этих производств уже в этом году 10 окончено, также фактическим предоставлением жилья. То есть 10
взыскатели детей получили свое собственное жилье пока что за 5 месяцев этого года. Ну, у нас еще 16 производств на исполнении данной категории. До конца года, конечно, мы все меры предпримем, чтобы они также были окончены фактическим исполнением. Возвращаясь к теме должников, как можно самостоятельно взыскать задолженность? Есть ли какие-то законные методы в обход Федеральной службы судебных приставов? Да, закон предоставляет такое право взыскателя, минуя приставов, самостоятельно направить исполнительный документ на исполнение. То есть, во-первых, если должнику известно, в каком банке, извиняюсь, если взыскателю известно, в каком банке у должника находится счет, расчетный счет, банковский счет, взыскатель имеет право самостоятельно отправить исполнительный лист, либо любой другой исполнительный документ, это может быть судебный приказ, на исполнение в данный банк. И банк будет в пределах той суммы, которая указана в исполнительном документе, списывать, минуя приставов, без участия службы приставов, самостоятельно на расчетный счет взыскателя эти денежные средства. Это просто способ наиболее быстрый, он наиболее оперативный и наиболее удобный, если, конечно, известно, в каком банке именно хранится средства должник. Также второй способ, если известно место работы должника, то также взыскатель может направить, минуя приставов, напрямую исполнительный документ в его бухгалтерию по месту работы. И бухгалтерия будет, поскольку элемент это периодические выплаты, то есть ежемесячно они выплачиваются, бухгалтерия будет ежемесячно с части зарплаты должника переводить эту долю на счет взыскателя. Также минуя приставов, то есть это тоже наиболее... А бухгалтерия не будет обязана произвести каких-то проверок данного письма, данного заявления? Ну, дело в том, что такой обязанности закон не возлагает, но бухгалтерия всегда может обратиться к приставу либо в суд, чтобы проверить, выдавался ли такой документ. Или если, там, допустим, должник считает, что документ неправильный, либо имеет какие-то признаки. Ну, то есть возможность проверки все-таки предусматривается? Есть, конечно, да. И помимо того, если направляет, ну и третий способ – это направление все-таки службы судебных приставов, то есть для принудительного взыскания уже посредством службы судебных приставов. И когда пристав направит уже от имени службы, от имени государства на зарплату по месту работы, пристав проверяет ежемесячно правильное содержание этих элементов. Тут уже пристав подключается, и бухгалтерия предприятия он проверяет на своевременность и правильность в полном объеме удержания вот этих элементов. Александр Александрович, довольно информативная беседа у нас с вами получилась. Спасибо за информацию и удачи вам в работе. Спасибо вам. До свидания. Об алиментных обязательствах и способах их взыскания мы говорили с ВРИУ руководителя управления ФССП по Якутии Александром Рогалевым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.